Пожар в квартире ветерана Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой произошел утром 11 января. По словам сотрудников МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке. На крики невестки первым на помощь прибежал уроженец Средней Азии, который работал в Гагре. Он помог вывести пенсионерку из пылающей квартиры. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС пожар был ликвидирован. Ветерана и жителей двух соседних квартир эвакуировали. Среди них двое детей. В огне пострадало все имущество. Все службы отреагировали вовремя, но до прибытия спасательных служб хочется выразить большую благодарность соседям, которые отчаянно зашли в квартиру и помогли выйти самой жительнице этой квартиры. Низкий поклон за вашу самоотверженность, за ваше мужество. Эти люди будут отмечены администрацией обязательно за свою храбрость. Благодаря своевременному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры. По поручению президента Бадры Гунба администрация района отремонтирует квартиру Евдокии Котляровой за свой счет, а также предоставит ветерану временное жилье. На данный момент в квартире выносится мусор, обгоревшие элементы. Сама Евдокия Котлярова находится в квартире у своего сына, напротив той, которая пострадала. Чувствует себя хорошо, врачи оказали ей необходимую помощь. По поручению президента нашей республики Бадры Зурабовича администрация берет под личный контроль полностью этот инцидент и окажет всевозможное содействие для восстановления данной квартиры. Все средства будут направлены из районного бюджета, все работы будут выполнены в кратчайшие сроки, уже ведется разработка сметной документации, сделаны дефектные акты, и в кратчайшее время приступят уже к монтажным работам. Очень долгие годы ее знаем, и всевозможную поддержку мы окажем этой семье. Великая Отечественная война застала Евдокию Котлярову в Ростовской области. Село заняли немцы, и 11-летняя девочка вместе с дедушкой помогала партизанам, передавая им записки от сельчан. За вклад в победу Евдокию Котлярову причислили к ветеранам-участникам ВОВ. Айлита Арутюнян, Алхас Псардия, Храмичпа, Абхазское телевидение.